Пожалуй, каждый взрослый в детстве мечтал стать добрым волшебником и исполнять мечты. Благотворительный фонд Ашана предоставляет такую возможность. В рамках акции «Стань Дедом Морозом» каждый желающий может исполнить заветную мечту тяжелобольных детей. И ежегодно в преддверии Нового года подопечные Ашана присылают в офис фонда письма Деду Морозу. В них дети пишут свои пожелания, что они хотели бы получить в подарок на Новый год. Десятилетняя Сария Кишмаля решила сама принести письмо и пришла с мамой. За плечами этой маленькой девочки тяжелые годы борьбы с острым миелоидным лейкозом. Но сейчас Сария чувствует себя хорошо, ей удалось победить тяжелую болезнь. Я каждый год пишу письмо Деду Морозу, а сейчас в этом году я хочу кукла Лол с домиками. Я хочу быть дизайнером, я с 5 лет рисую. Я изобразила Деда Мороза. У него одета халат, шапка, и у него обуви и подарки сейчас. Вот здесь тоже будут. Сотрудники благотворительного фонда Ашана выкладывают письма и видеообращения детей на страничках в Инстаграм и Фейсбук. Однако не у всех получается написать письмо и записать видео. Тогда сотрудники фонда узнают пожелания детей у их родителей. Есть случаи, когда детки не могут разговаривать, тогда за них решают родители, что предпочтительно им детям получить на Новый год от Деда Мороза. В основном мальчики любят машинки, а девочки куклы. Просто меняется мода на куклы определенные, например, сейчас определенные куклы в моде, там лол и так далее, и машинки там с пультами разные. Все подарки благотворители приносят в офис фонда. Ардет Геби уже 3-й год подряд принимает участие в акции «Стань Дедом Морозом». Данная акция – еще одна возможность сделать что-то доброе тяжелобольным детям, которые в особенности верят в чудеса. В этом году мы стали Дедом Морозом для очень жизнерадостной девочки Камилы. Она очень красиво говорит на абхазском языке, очень красиво поет песни, рассказывает стихотворения. В этом году Камила попросила у Деда Мороза караоке-микрофон. Дед Мороз исполнил пожелание Камилы, и скоро караоке-микрофон окажется у нее. Если в предыдущие годы, чтобы вручить подарки, Дед Мороз и Снегурочка приходили к каждому ребенку домой, то в этом году все будет иначе. Генеральный директор Русского драматического театра Ираглий Ревазович Хинбе пригласил наших подопечных на детский спектакль 27 декабря. Мы решили после показа детского спектакля всем вместе вручить заветные подарочки. Дед Мороз и Снегурочка будут вызывать каждого и вручать именно тот подарок, который они просили на Новый год. В этом году до 100 подопечных мы отобрали, именно тех, кто еще верит в Деда Мороза. Я думаю, что они будут счастливы. На сегодняшний день все еще есть письма, которые остаются без ответа. Каждый неравнодушный может стать добрым волшебником и исполнить детскую мечту. Алика Трапш, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение.